приветствует диванные аналитики, наши эксперты в студии. Это Денис Адамов, Тимофей Ефремов. Итак, уважаемые эксперты, скажите нам, пожалуйста, как вы относитесь к орнитологии? Ну, это полезная наука, она позволяет нам узнать лучше. Ареал обитания, вот, например, чаек, вот как вы вот смотрите вот на такую птицу, вот с чем она у вас ассоциируется? Я их часто вижу в залоге, они на дозоре летают. Там, самая вредная птица, это чайка. Чайка очень вредная. Она до всяких этих паразитов. Вот попробуй. Ты когда-нибудь воевал с чайками? Нет, не довелось. А у меня есть видео даже, где я воевал с чайками. Да? А ну, кстати, понятно, я полностью стерла. Чайки, короче, тебя победили. А что ты с ними дрался? А я там хотел снимать. Я за еду дрались, что ли? А последний фильм, вот, который выпущен, широко обсуждается среди разного рода либеральной общественности. Я зашел и, в принципе, посмотрел, и я с первых кадров понял, о чем идет речь. Абсолютно ничего меня не удивило. Я еще раз убедило меня в том, что я, в принципе, придерживаюсь правильных убеждений. Да, то есть это ты двигаешься в сторону коррупции? Этот фильм, по сути, он показывает, что вообще все. Основной вывод какой? Делай, что хочешь в этой стране. Но надо быть нужным человеком. Да, и держит тебя именно потому, что у тебя есть грехи. Потому что за эти грехи тебя можно дернуть. Есть люди, которым Путин нужен как ориентир. И они все свои какие-то такие мысли через него пропускают. Кто-то должен быть положительным персонажем, короче, в этой стране. Совсем уж никого не будет, вообще просто действительно печаль и депрессия, да? А вдруг это непредсказуемость, то есть неконтролируемая ситуация, что этот фильм действительно стал для Путина, для него это понятно, да, но если сейчас как можно больше россиян об этом узнает, больше россиян будет говорить, это же серьезно может подорвать его авторитет, его рейтинг, да? Ну, есть такая вероятность, что, возможно, это, скажем так, клановые разборки, там есть такие группировки. Но в любом случае это чей-то заказ. Прочих чиновников, и они вот между собой вот таким образом выдавливают друг друга. И чтобы не переходить к разборкам 90-х годов, они уже вот так вот через такие вот проекты и общественное мнение пытаются подвинуть. Но слишком уж близко чайка стоит к Путину, чтобы, знаешь, если бы ладно губернаторские разборки, да, или, допустим, разборки, даже министров, но генпрокурор, это уже очень, знаешь, настолько эта вот близость говорит о том, что здесь, мне кажется, авторитет власти конкретно находится под сомнением. О чем кричит чайка? Да. Так может быть враг-то основной сидит изнутри. Так это пятая колонна. Вот они как раз такие, пятая колонна. Они и есть пятая колонна, понимаете? Не мы, нет. А Навальный как думаешь? Может быть, он нанят как раз таки ИГИЛ там, или там Америкой, чтобы подорвать Путина через чайку? Ты правильно вчера сказал, что если бы это был бы человек какой-то извне, да, подпитываемый всевозможными там пятыми колоннами, там, всевозможными фондами этими, да, МКО американскими, он бы сейчас просто не смог бы работать. Да, он бы сидел где-нибудь в Нью-Йорке и вещал бы со станции «Свобода». А мы как его настраивали, так через помехи. Путин плохой! Плохой Путин! Чё? Денис, недавно ты обратился к нашему главе республики. С рядом вопросов. С рядом вопросов, да. Как твои впечатления от произошедшего? Все говорят, что он вел себя по-хамски, да, но мне кажется, что в принципе из того, что я видел раньше, да, у него какой-то идет прогресс, он хотя бы... Такое ощущение, что... А раньше он меня вещами кидался, а сегодня хоть не кидался. Просто что-то сказал. Раньше он, сейчас... меня удивило, что насколько он нервно себя вел, да, и как-то вот настроен был... тебя ответ удовлетворил, вот самое главное? В принципе, ответ-то я как раз таки и получил. То есть нормального ответа не было, но это и есть очень показательно. Для журналиста любой ответ. Да, вот Егор Афанасьевич как-то себя повел, мне кажется... Нет, я считаю, что это было вообще непрофессионально. Потому что вот так вот придираться к каким-то моментам и говорить, вы там не той статистикой апеллируете и прочее, это уход от вопроса, от ответа. Да. Потому что он, в принципе, понял, о чем был вопрос. Вопрос был о том, вы как глава республики намерены прекратить продажу алкоголя в заведениях, которые под контролем государства. То есть это Кандракмет, это Кадырхан и утка.
Либо, и так в том числе, закрытие ФПК Якутии, скажем так, потому что они делают алкоголь, ну мы же с алкоголем будем. Да, и называют пусть ее даже- ФПК делает чисто лимонад и еще что-то, но не Да, алкоголь. и даже называют ее, извини, Дархан. Да, вот в этом был смысл. Все говорят, водка, как И он Дархан, должен был Дархан. ответить, хотя бы так сказать. Все-таки, там, не знаю, тоже, ФПК у нас старейшее предприятие, там работают люди, их куда-то, ну, просто так Это за раз рабочие не денешь, места, да, да. рабочие места, поэтому нецелесообразно взять просто ради всего этого и закрыть это предприятие или там ограничить производство спиртного, потому что это обрушит его, ну, бюджет этого Да. предприятия. Нельзя так поступать резко, ну, людям надо возможность поработать оставить. А с заведениями, например, ну, сказал бы, ну, поскольку Мы всего лишь наводим порядок. порядок, а эти заведения, скажем, они вот соответствуют этим правилам 300 метров, как бы, и поэтому никаких претензий нет. Хотя бы когда человек уходит от ответа, то это рождает какие-то подозрения и право продолжить, потому что человек, видимо, увидел, значит, он тебе говорит не какую-то не ту Да, информацию. он что-то скрывает. Что-то он пытается скрыть что-то. Вот это чувство сомнения остается в человеке, когда он не получает какой-то нормальный, внятный ответ. По газу, допустим, да? Что говорит, что предоставьте мне расчеты. Мы ходили на пресс-конференцию с Мы ходили на оператором пресс-конференцию «Светигаза», где они все «Светигаз». эти цифры тоже называли, и объясняли это тем, что ну, нам приходится содержать большой объем коммуникаций, труб, и это так накладно, и мы вот и всеми своими силами сдерживаем рост цен. Но с другой стороны, мне кажется, так долго искать в этом оправдание, это, по-моему, сокрытие как раз-таки своей собственной неэффективности управления. И глава тоже мог бы сказать, ну, действительно, столько лет мы уже с этим Сахатором Нефтегазом живем, и он все время клянчит деньги, и все время что-то у него там плохо. То есть он готов в первую очередь обвинить журналистов в некомпетентности, да? Но не специалистов на месте, которые отвечают за формирование цены на газ. Да? А она действительно много что тормозит, эта цена. У нас бы много что стало развиваться лучше, если бы цена стала дешевле. В общем, Надо над этим думать, как глава. как вы относитесь к религии вообще и как бы и местной мистической как бы тенденциям в частности? Я атеист, как бы, но иногда, вот, кстати, я, в принципе, что-то хорошее вижу в тенгриянстве. И сегодняшний день четкого понимания, что это такое, нету, да? А Здесь поле как Панайзе. раз таки для каких-то манипуляций. Это очень отличное поле для манипуляций на основе вот, пантюркизма в первую очередь. Пантюркизм это что у нас? Это объединение всех тюркоязычных народов и провозглашение их главенства, да, какого-то. Ну, так скажем, идеологическое единение и противостояние чему-то глобальному. Да. Они, вот это можно использовать в образовательном процессе, вот такие небольшие, такие вот незаметные такие порции какой-то ненависти вот именно к какому-то народу, да? Какой-то вброс бочки меда, скажем так. Да, знаешь, как Не, ну понимаешь, тем не менее, все это время есть куча международных организаций, ЮНЕСКО, там, прочее, Да. где люди все-таки действительно занимаются культурой. А доводить до того, что вот где-то что-то там, ну в итоге как ты себе представляешь? Танцуют, значит, ансамбли разные выступают, и между делом за кулисами такие идеологию пихают. Отделяйтесь, суверенитет! Ну что, уходите! быстрее, побежали, наш выход! Так что ли? Раз вы А вы не заметили? Этим танцем мы выразили ненависть к определенным народам. Танцы помешают. Ну, раз мы начали. Мы лучше всех, а вы хуже. Ну а как новость о том, что наш глава завел свой Инстаграм? О, ну мне кажется, это как-то... А какую аудиторию хочет там захватить? Мне интересно, как бы. Ну, он Кто будет хочет с ним обмениваться фоточками там? Он будет рассказывать о своей жизни, он будет говорить, какой он Что он просто ел на человек. обед, да? Он, интересно, купил себе селфи-палку? Он будет так... Йоу. Кстати, у нас же молодые инноваторы уже придумали там Тот же вот 30-метровую. Айсен Николаев в этом плане, конечно, смотрится гораздо преимущественно, ну, у него преимущество очевидно, да, он, во-первых, моложе, и он как-то вот, там был на форумах, он везде селфится, как-то у него это, для него это естественно выглядит. Я не удивлюсь, если... Ну, мне кажется, и в этом... Шнер по вечерам играет какой-нибудь компьютерный игру. Да-да-да, захватай, обходи! Ура! Стоит на площади. Такое понимание. Он же не зря его завел, потому что в Инстаграме что-то такое выкладывает. А может он скидки делать будет? Не-не-не, оригинально что-то выкладывает. Соответственно, мы вот все надеемся на мост, и он завел, потому что мост будет, и он на мосту такой, а вот я обещал, а вот вам мост. Мы, пользуясь случаем, хотим наоборот рекламировать. Вот. На фоне коррупционных скандалов насчет прокурора Чайки, вот у нас есть книжка замечательная, автор Леонид Диадоров, бывший следователь. Называется она «Кровавый отблеск пламени». Здесь вот жизненный опыт весь выложен, изложен в рассказах о конкретных преступлениях, о тех событиях, которые пережил сам автор. Все это вот здесь в книге хорошо изложено, интересно. Вот видите, какая обложка красивая, вот книжка такая толстенькая. Вот. Да. Сколько она стоит у нас?
Она стоит, по-моему, 350 рублей. 350 рублей. Приходите к нам в редакцию, покупайте эту книжку, Ярославского 12, детективы, вот звоните. такие вот. Не, ну такую наглую-то рекламу нельзя. Во-первых, ее можно купить во всех магазинах книжных города Ну, Якутска. у нас стоит тут как коробка, девать куда-то надо. I'm sexy and I know it.